Всем нам известно, что в чеченском ДНК-проекте есть разные гаплогруппы с чеченскими корнями, несомненно коренные чеченские группы на Кавказе, если брать конкретно кавказский ареал, это J2, L3, Q1A и другие. Мы также наткнулись на интересную информацию от ученых-генетиков про гаплогруппу G2A1, которая также есть у чеченцев. На этом, наверное, я заканчиваю свой рассказ. Если у меня есть пара минут, я отвечу на вопросы, которые появились в чате, и буду ждать нашего первого спикера, вернее, первых двух спикеров, и мы будем говорить про генетику народов Кавказа. Я Валерия приветствую. Представлю сразу, что Валерий – это руководитель адыго-абхазского ДНК-проекта, и сделаю такую ремарку, что во многом идея этой онлайн-конференции, она родилась после моего знакомства с Валерием Метовым, поскольку я был очень впечатлен тем проектом, который он делает, и мне показалось, что об этом должны узнать все. Мы немножко разбили ту же самую гаплогруппу G2 и попытались указать временные отрезки, когда сформировались уже не сами гаплогруппы, а отдельные субклады, которые у нас распространены. У нас есть самая такая массовая распространенная гаплогруппа G2A2. Она составляет в среднем где-то 35% среди всех адыго-абхазов. 4,3 тысячи лет, здесь указана цифра, она характеризует самый массовый субклад гаплогруппы G2A2 L1264. Эта гаплогруппа, ее иногда называют прото-адыго-абхазской, но встречается она по всему миру в меньшем, конечно, соотношении процентном, там 1%, меньше 1%. У татар, кстати, есть небольшой процент тоже. Но такое самое массовое представительство именно на Западном Кавказе. А центральном у кабардинцев чуть поменьше. Общий предок 4,3 тысячи лет назад проживал. Но чуть-чуть ниже, если вы посмотрите на диаграмме, то 2% L1266 это тоже G2A2, как и L1264. Просто тут всего 2%, а там аж целых 34%. Это говорит о таком масштабе, насколько сильно отличается. Следующая гаплогруппа, которая на втором месте по распространенности, R1A. Что интересно, R1A, она в том числе у славян доминирует самая распространенная N1, N, R1A, I. Но линии R1A, они сильно отличаются. Примерно 5000 лет назад произошло разделение на основном восточноевропейскую и в основном степную, которая распространилась на всем евразийском пространстве. Вот эта степная линия как раз у нас и присутствует. Примерно почти чуть меньше 20% в целом, включая и степную, и восточноевропейскую. И третья гаплогруппа по распространенности – это J2. J2 у нас здесь представлена без всяких датировок. Это по той причине, что J2 делится на очень тонкие линии, которых очень много, и разными путями с юга появились на Кавказе. На Центральном Кавказе, на Западном, в среде адыго-абхазов. Кстати, у абхазов J2 больше, чем у адыгов. И четвертая гаплогруппа тоже J2, но J2A1. Она самая уникальная в том смысле, что самая интернациональная, многонациональная и самая кавказская, можно сказать. Центральный Кавказ, большая часть населения Центрального Кавказа принадлежит к гаплогруппе J2A1. В том числе у карачаево-балкарцев очень хорошо массово распространена, у осетин там более 80%, в Славянете, в Грузии, у абхазов достаточно большая доля, у адыгов чуть поменьше, но тоже есть. В целом это центрально-кавказская гаплогруппа, которая ассоциируется чаще всего с кабанской археологической культурой. Основной предок большей части G2A1 в районе 6000 лет назад появился на Кавказе. То есть гаплогруппа G2A1 – это коренная центрально-кавказская группа, и она имеет отношение к кабанской культуре. А какие народы считаются в научном мире создатели кабанской культуры? Чеченский историк Хасан Бакаев дал четкий ответ на это. По общепринятой датировке кабанская культура, она появилась на Северном Кавказе в XIII веке.
просуществовала до сарматской эпохи, до 5-4 веков до новой эры. То есть примерно так 800 лет плюс-минус. На всем ареале распространения кабанской культуры господствует кавказионский антропологический тип. То есть к этому типу антропологическому относятся карачаевцы, балкарцы, если идти с запада на восток, потом осетины, потом ингуши, чеченцы и андийцы Дагестана. А что касается аварцев, то там уже наличествует такой смешанный тип, кавказионский, частично каспийский. И одновременно с этим кавказионский антропологический тип распространен, ну, и в Кахете, хевсуры, тушины, бацбийцы, они тоже кавказионцы, мохевцы, ну и так далее. И в Юго-Осетии, южные остины, они тоже кавказионцы, кавказяне по своему антропологическому типу. И, видимо, в других местах тоже. Кабанская культура вообще она распространена до Андии, до Андийского хребта, это восточная граница кабанской культуры. И западная граница кабанской культуры это верховье реки Кубани. То есть от Андийского хребта до Кубани и от кавказских минеральных вод, вот Пятигорск, Минводы, от этой территории до Хевсурети, Тушети, Юго-Осетии. Это ареал распространения кабанской культуры. И в академической науке признано, что творцами кабанской культуры были, как они пишут, предки нахских народов. То есть предки чеченцев, ингушей и бацбийцев. И плюс к этому картвельские, предки картвельцев. Ну почему они картвельцев добавили к нахам, скажем так, нахчийцам по нашей дефиниции? То есть я хочу сказать, что нахов я лично называю нахчийцами. Почему они к нахчийцам добавили картвельцев? Потому что, как я уже говорил, некоторые грузиноговорящие племена, горные племена Грузии, они тоже относятся и к кавказионскому типу, и к кабанской культуре. Входят в ареал, живут на территории распространения кабанской культуры. Но дело в том, что вот эти горно-грузинские этнографические группы, хевсуры, тушины, тем более бацбийцы и юго-остины, они в большой исторической науке, их предками опять же названы нахи, нахчийцы. То есть считается, что эти народы в древности говорили на нахчийском языке, а потом, особенно с принятием ими христианства, они были ассимилированы грузинами и перешли на грузинский язык. Ну, кроме южных остин и кроме бацбийцев. Ну и поэтому вот это то, что создателями кабанской культуры являются нахо-картвелы, вот картвелов можно изъять из этого определения и оставить только нахов, то есть нахчийцев. Таким образом, как мы видим, создателями кабанской культуры, которой группа G2A1 имеет большое отношение, в академической науке признаны нахчийцы, то есть предки чеченцев, древние чеченцы. Таким образом, группу G2A1 мы можем считать как нахчийскую, чеченскую. У чеченцев в чеченском ДНК-проекте разные группы J2, J1, L3, Q1A, G2, у чеченцев именно G2A1, есть разные G2 и другие. У всех этих групп чеченские корни. Однако встречаются в интернете порой версии, что G2A1 у чеченцев якобы пришлая, а вот как видно и нет, скорее она, как и другие, коренная чеченская. G2A1 среди чеченцев есть у акинцев, ваштаройцев, чеберлойцев, шуанинцев и других. Да и потом у очень древнего народа и не должно быть по идее всего одной гаплогруппы, ведь гаплогруппы с течением веков трансформируются, появляются новые, это нормально, поэтому по идее чем древнее народ, тем и больше групп. Гаплогруппа G2A1 также надо отметить доминирует в осетинском ДНК-проекте, вторая по численности у осетин J2.
Но вот что интересно, крупнейший осетинский лингвист и историк Васа Абаев про осетинский язык в своей книге писал следующее: в осетинском имеются отложения, идущие из местных, субстратных ефетических языков, родственных, по-видимому, чечено-ингушскому. Не прямо из ингушского или чеченского, а из какого-то их предшественника. Не как усвоенные из чечено-ингушского в осетинский или обратно, а как принадлежавшие тому местному языковому субстрату, на основе которого сформировались и чечено-ингушский, и осетинский языки. Ряд схождений ведет от чеченского прямо к осетинскому, минуя ингушский. Мало того, некоторые из них связывают чеченский с западным, дегорским диалектом осетинского языка, минуя иранский. Все вместе это указывает на большую древность и глубину осетино-вайнахских связей. Книга В. И. Абаев. Осетино-вайнахские лексические параллели. 1959 год. По некоторым данным, также есть сведения, что данная работа Абаева подверглась критике со стороны части других осетинских историков, но Абаев твердо стоял на своем.